Так, уважаемые ребята, здравствуйте. Сегодня у нас урок русского языка и литературы. Добрый день. Я хочу пожелать вам на этом уроке удачи и, конечно, творческих успехов. Я надеюсь, что вы урок мы проведем очень интересно и познавательно. Да? А теперь давайте мы с вами друг другу пожелаем. Каждый из вас должен пожелать друг другу хорошего настроения и доброго отношения друг к другу, то есть уважения, да? Естественно, что еще мы должны пожелать друг другу? Удачи на уроке. Пожалуйста, я тебе желаю удачи. Желаю успехов и счастья. Я желаю тебе удачи. Хорошего настроения желаю. Хорошего дня. Удачи тебе в жизни. Хорошего настроения. Удачи. Я тебе желаю хорошего здоровья. Желаю вам хорошо провести время. Спасибо, ребята. Мне тоже приятно, что вы пожелали друг другу удачи и здоровья и всего хорошего. А теперь давайте, ребята, мы с вами разделимся на группы и каждый пройдет на свои места. Так. Так, розовые цвета. Вы у нас группа Ивана Васильевича Панфилова. Зеленые наши стикеры, то есть это наш баужанцы, да? Группа Баужана Мышкулы. А теперь, ребята, у нас сегодня необычный урок. Урок посвящен мужеству. То есть сегодня мы будем говорить о подвиге Баужана Мышкулы во время Великой Отечественной. Ребята, сегодня наш урок необычный урок. Урок посвящен мужеству. То есть Баужану Мамышкулу, как героя именно Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Значит, я хочу занести урок с эпиграфа, который звучит так. «Немало народ мой видал, батырь с булатом и пикой стальной бросается в тигры могучий бой, запой мое сердце о смелых героях». Кого мы называем, ребята, смелым человеком? Кого мы называем смелым? Самоуверенного человека. Самоуверенным. Еще кого мы называем? Отважного. Отважного. Еще. Уверенного. Так, еще. Мужественного. Уверенного. Уверенного. Еще. Харизматичного. Смелым, да, человека? Еще. Мотивированного человека. Который мотивированный, даже еще решительный. Еще какие версии? Храбрый. Храбрый. Вот он энергично. А героем, кого мы называем героем? Кто рискует своей жизнью ради других. Молодец. Еще. Помогать другим. Ангсуля. Помогать другим. Помогает другим. Спасать других людей. Хорошо. Еще. Кого мы называем героем? Еще. Кого мы называем? Заботиться о своем народе. Тот, который заботится о своем народе. Молодец. Хорошо. Как я сегодня уже вам говорила, что у нас сегодня урок мужества, посвященный именно Баужану Мамышулу. И именно о Баужане Мамышулу нам расскажет сегодня Лера, которая подготовила материал о данном герое. Пожалуйста, Лера. Баужан Мамышулов, так называемый прославленный сын степей казахского народа. Из учебников и фильмов его знают как мужественного, отважного героя, воина, командира батальона и харизматичного руководителя. Июнь 1941 год. В Алмате формируется штаб дивизии, позже получивший название Панфиловский. В ее состав входит 30-летний Баужан. Его сразу назначают командиром, а после отправляют на фронт. Декабрь 1941 год. Баужан получил серьезные ранения, но поле боя не покинул. Он остался служить до конца и после войны еще очень долго служил. Его главные слова, которые были посвящены его сыну: «Будь всегда с народом, и ты никогда не будешь одинок». В наших сердцах Баужан навсегда остался храбрым, мужественным и отважным героем, которого мы никогда не забудем. Молодец, огромная, Лера, за твою информацию. А теперь, ребята, посмотрите все сюда, пожалуйста, и обратите внимание, что вы видите на данной картине. План. План. Хорошо. Ребят, это план Тайфун. А что означает план Тайфун? Для чего я его сюда вывесила? Для чего я вам показываю? Об этом я сейчас подготовил информацию у нас и верну. Пожалуйста. План Тайфун. Операция «Тайфун» — это кодовое название немецкого наступления в центральной части Восточного фронта с целью захватить Москву. Ее итогом стало поражение Вермахта и первая крупная победа в контрнаступлении Красной Армии с момента начала боев.
В чем суть операции «Тайфун»? Фашисты изначально планировали взять Москву в первой неделе войны. Следующую информацию о героях казахстанских, героях Великой Отечественной войны нам расскажет Астан. Пожалуйста, подготовленный материал. Рахимжан Кошкарбаев, офицер Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной войне. Во время штурма Берлина был первым, кто возбрил знамя на здании Рейхстага. А теперь давайте поговорим о газете «Правде», именно которая была выпущена в 1941 году. Об этом нам расскажет Алуа. Пожалуйста, материал был подготовлен ею. Хорошо. Тяжелые годы нападения гитлеровской фашистской на родину, газета «Правда» была рядом с каждым бойцом и командиром, с каждым рабочим и колхозником, так же как коммунистом и гражданином страны. Я уверенность в нашей победе над врагом. Ребята, а теперь давайте мы с вами проведем следующую нашу работу, групповую работу. Значит, у каждой группы есть тексты. Я вам дала тексты, раздала, правильно, да, ребята? У всех есть тексты. Вы должны проработать данный текст. Значит, это ваше, это как вы будете оценивать критериально, это дескрипторы. Выберите одного этого лидера, который будет оценивать вашу работу. Хорошо, по баллам. У нас оценивать будет по десятибалльной системе. Значит, дескрипторы у вас даны, задания у вас у каждого на столе. Работаем. Первая группа, пожалуйста, вы должны, и вторая группа, вы должны составить, каждая группа должна составить по 5 вопросов низкого порядка и 5 вопросов высокого порядка. Все, задания даны, тексты у вас перед вами. Работайте. Вторую группу. Закончили, да? Так, хорошо, ребята. А теперь давайте, садитесь, от каждой команды приходит двое человек и прочитает свои вопросы другой команде. Вторая команда должна правильно ответить на данные вопросы, составленные другой командой. Вам понятно задание, да, ребята? Да, хорошо. Так, пожалуйста, вы начали первый, пожалуйста, ваши
Хорошо. Ребята, немножко тихо, хорошо обсуждаем. Так, слушайте, вторая команда, слушайте вопросы. Давайте, кто читает из вас быстрее? Какое событие? Так, пожалуйста, Джалин, 1941 года. Хорошо. Следующий вопрос. В какой деревне был расположен Нефтештаб? Повтори вопрос, они не поняли. Ясно. В какой деревне был расположен их штаб? В какой деревне расположен был их штаб? Текст. По тексту. В какой деревне был расположен главный штаб? Так, ответов нету. Ваши ответы достанут. Какой ответ? Рождественный. Рождественский. Ага. Дальше. Следующий. Зачем Мамушеву надо было через полчаса быть у генерала? Зачем ему нужно было быть через полчаса у генерала Баужана Мамушевы? Так, опять Джалин отвечает, да? Чтобы обсудить ближайший бой. Ближайший бой. Хорошо. Молодец. Зачем генералу и Мамушеву прекрасно упорно обороняться? Яснее, пожалуйста, яснее еще повтори вопрос, они не поняли. Зачем генералу и Мамушеву приказано упорно обороняться? Пожалуйста, Умар. Потому что им предстояло очень тяжелый бой. Так, хорошо. Следующий вопрос. Почему немцы обстреливали шоссе? Обстреливали что? Шоссе. Шоссе. Почему они обстреливали шоссе, ребят? Так. Следующий, давайте, следующий вопрос второй команды, пожалуйста. Вы подготовили вопросы? Давайте, кто уходит? Быстренько. Первая группа, готовите к ответу данных вопросов. Пожалуйста. От чего имени ведется рассказ? От чего имени ведется рассказ? От лица Баужана Мамушева. От лица именно Баужана Мамушевы. Хорошо, следующее. Что всегда должен знать командир? Так, ответ. Командир всегда должен знать обстановку, думать, рассуждать, что думает противник. Хорошо, ответ верен. Так, следующий вопрос. В чем суть текста? В чем суть текста? Расскажите о главной идее этого рассказа. Ну, пожалуйста. Рассказать главную идею об этой войне, показать ученикам, насколько это трудно было. Молодец, насколько это трудно. Хорошо. Молодцы, девочки. Но только у вас по два вопроса, я смотрю, да? Высокого и низкого порядка. Нужно было повторять. Так, садитесь. Так, пожалуйста, оцениваем данные друг друга быстренько. Каждая группа оценит свою группу, давайте, по критериям. Свою? Да. Критерии у вас есть, быстренько. Фортиана, оцените. Вы, Лер, свою оцените группу. Критерии у вас данные. Так. Все, давай. Мы оценим собственную группу на 4 балла. Так как мы задали всего 4 вопроса, но наши вопросы были высокого характера, и мы дали на них полный ответ. Хорошо, раз вы так оценили свою группу. Хорошо. Следующая группа, Диана. Вы как оценили свою группу, работу своей группы? Полностью все баллы посчитать, да? Мы оцениваем свою группу в 7 баллов. Первое – это интересное и креативное раскрытие темы. Я считаю, что в нашей группе это было. Второе – не менее 2 вопросов высокого характера. Это 4 балла. Мне кажется, мы задали этот вопрос, просто они были неправильно сформулированы. Да. Так давайте скажем. Хорошо. И третье – высказывание и не менее 2 позиций исполнения роли с мастерством. На этот раз я поставила 4 балла, потому что у нас все это было, как сказать, нормально не сформулировано, мы не знали, как высказать свое мнение и так далее. Значит, пробелы все-таки были, да, в ваших вопросах? Хорошо, понятно. Работу оценили мы все правильно и конкретно. Каждый знает свою ошибку, да, при работе? А теперь, ребят, давайте посмотрим сегодня на фильм, который посвящен именно Баужану Мамушеву. Просмотрим фильм. 15 ноября 1941 года, во время второго генерального наступления вермахта на Москву, немецкие части, прорвав в очередной раз советскую оборону, подошли к станции Матрёнино Волоколамского района. В этом месте держал оборону всего один батальон 1073-го Талкарского стрелкового полка.
полка 316-й стрелковой дивизии. Это был последний резерв генерала Панфилова. Предугадав направление немецкого прорыва, он заранее приказал батальону занять данный рубеж, что дало время солдатам окопаться и более основательно подготовить оборону в этом месте. Но так как удерживать приходилось огромное пространство, то сплошной линии обороны не было. Батальон был поделен на отдельные роты, которые в отрыве от остальных частей держали опорные пункты. В этот день немцы направили свои удары на саму станцию Матрёнино и высоту 131,5, которая контролировала проселочные дороги и мост через реку. Чтобы прорвать советскую оборону... Ребята, фильм был очень интересный и познавательный. Мы узнали о жизни и творчестве Баужана Мамышева не только как героя, да, но и писателя. А теперь хочу, давайте мы проведем и закрепим сегодняшнюю тему сегодняшнего урока, имя. От чего имени ведется рассказ? Рассказ ведется от имени самого Баужана Мамышева. Хорошо. Ребята, давайте в заключение скажите мне, пожалуйста, как вы понимаете выражение «вера и гору сдвинет с места»? Каждый из вас, пожалуйста, как вы это понимаете? Что если верить, то все произойдет. Хорошо. Асем, что ты скажешь по этому поводу? Вера все... я не знаю. Так, давай, Оксана, твоя. Что надежда никогда не должна угасать, и всегда мы должны верить. Хорошо. Пожалуйста, Баужан, что ты скажешь по этому поводу? Верить в себя и верить в то, что ты уверен. Уверен в своем деле, да, именно? Так, пожалуйста, твоя версия. Если верить в себя, то все получится, и вера в себя удваивается через то, что если у тебя это дело получится. Хорошо. Так, Садьяна, держи. О чем говорилось в газете «Правда» именно 1941 года? Дословно там говорилось про войну, и также там говорилось о героизме великого героя Баужана Мамышева. Молодец. С кем из своих земляков встретился на фронте Баужан Мамышева? Мухаммед Истамкулов. Конечно, я хочу закончить, ребята, наш сегодняшний урок словами. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновение, из скорби постоим и помолчим. Минутой молчания. Давайте, ребят, закончим наш сегодняшний урок в память наших дедов, прадедов, которые жертвовали своими жизнями ради нас, для того, чтобы наше будущее жило мирно, свободно и естественно состоянии. Конечно, всем нам хотелось, ребята, жить в мире и совершенно свободным от войны и насилия. Этой мечтой правило не одно поколение. Но, к сожалению, окружающий мир все еще несовершенен. Он исполнен зла и коварства. И поэтому, наряду с мирными тружениками нашей страны, нужны войны для защиты родного Отечества. Ради жизни других людей шли на подвиг наши прадеды даже во время Аблайхана, Исатай Батыра, Баужана Мамышева. И именно ради жизни на родной земле несут сегодня службу, исполненную опасностью, наши мужественные воины современники. Низкий поклон им за их великую жертву и любовь, без которой невозможно быть настоящим солдатом, воином, без которых невозможно устоять миру. В центре каждого населенного пункта в Казахстане и во всех республиках бывших СССР все еще проходят памятные мероприятия. В парке имени 28 героев панфиловцев, во всех парках Победы, где... Конечно, всем нам хотелось бы жить в мире, совершенно свободным от войны и насилия. Этой мечтой правило не одно поколение. Но, к сожалению, окружающий мир еще не совершенен, ребята. Он наполнен зла и коварства. Ребят, спасибо вам за сегодняшний урок. А теперь домашним заданием будет у вас написать эссе о подвиге именно Баужана Мамышевы, как о герое и писателе. Вам понятно задание? А теперь, пожалуйста, на стикерах напишите, что вам на этом уроке больше всего понравилось и какие вопросы у вас возникли во время данного нашего урока. Пожалуйста, ребята. А если вопросов не было? Если нету, не может быть, что вопросов у вас нет.